Тугат пар теттим парцинжия. Пурпус марата подереть пар. И бирха. Мы выползли все из лачуг. Долой нужду, и гнет, и горе. Мы выползли все из лачуг. Долой нужду, и гнет, и горе. Плывем в страну коммун, товарищи. Мы в Красном море. И бирха. Товарищи, Товарищи, мы в Красном море. Мы в Красном Фильм море. основан на воспоминаниях очевидцев, протоколах допросов, материалах Государственного исторического архива Чувашской Республики. Ваше имя. Гаврилова Агафья Гавриловна. 15 августа уполномоченный учредительного собрания Гавриила Люнов назначил меня редактором газеты. Стала работать. Все мои статьи моих сотрудников были направлены на защиту учредительного собрания. Партийная принадлежность. Защитница учредительного собрания. Семейное положение. Девица. Национальность. Чувашхери. Среди национальных чувашских лидеров в 1918 году красные были все. Но, оказывается, не было большевиков. В основном эсеры. Одни работали с новой властью, другие готовили антибольшевистскую революцию. Противостояние чувашских лидеров напоминало выяснение, кто более красный и способен к радикальным мерам. За спинами одних стояла новая советская власть. Другие полагались на помощь демократических лидеров февральской революции. Жаркие дебаты о судьбе чувашского народа. Предательство, компромиссы, взаимопомощь – такими были первые попытки создания чувашской автономии. Ленина халахлартна, халахах кларе. Берега Волги своими считают русские, мордва, татары, марийцы, конечно, чуваши. В начале 20 века чувашский народ был расселен по территории нескольких губерний. Российская империя придерживалась карты, которая не делила по национальному признаку территории, намеренно создавая препятствия в развитии национальных культур. Традиционные места проживания чуваш – это Казанская, Уфимская, Симбирская и Самарская губернии. Искусственные ограничения царизм создавал в образовании, экономическом и социальном развитии, а также участии в политической жизни. После революционного 17 года для народов России появилась возможность реального появления национального равноправия. В числе первых советских ведомств был учрежден Народный комиссариат по делам национальностей. Новая власть легко меняла привычный многовековой уклад, готовила новые административные границы внутри страны, порой не считаясь с интересами живущих народов. Александр Краснов в 1906 году исключен из Симбирской чувашской школы за участие в революционных событиях. В Первой мировой артиллерист. В 1917-м лидер чувашских солдат Казанского гарнизона. Сотрудничает с большевиками. Занимает большой пост в Казани. Стой! Показывай мандат. Мой мандат – это доверие чувашских трудящихся. Не положено. Мандат давай. Я комиссар по чувашским делам Казанской рабоче-крестьянской республики. И ты говоришь, мне не положено? Наша позиция неизменна. Мы против татаро-башкирской республики. Но уважаем право этих народов на самоопределение, если они будут уважать право других наций Среднего Поволжья. В июне мы готовим общечувашский рабоче-крестьянский съезд, который скажет свое слово. Товарищ Ленин, чуваш, но печется о мировой революции, а не как сохранить свою рубашку. Товарищ Сталин. Соглашайтесь. Татаро-Башкирская республика – лучший вариант для вашего народа.
Волжско-Уральский штат, Средневолжская и Южноуральская, Мусульманская и Дель-Уральская республика. Новые проекты появлялись почти каждый месяц, и это лишь за полгода советской власти. Но идеи с берегов Волги не признавал Совет народных комиссаров в Москве. Поэтому предложенная сверху наркомом Сталиным Мусульманская Татаро-Башкирская Советская Республика казалась уже утвержденным решением. Гигантское новое советское образование должно было вобрать в себя христианское население – чувашей, марийцев, мордву и русских. Отсутствие упоминания малых народов в названии нового субъекта говорило о том, что советская власть не видела перспектив для этих народов в светлом будущем. Мы тоже имеем право на самоопределение. Александр Краснов, как комиссар по чувашским делам, претендовал на управление чувашами всей России, эффективно отстаивал интересы своего ведомства. Его комиссариат с центром в Казани должен был стать своего рода чувашским правительством, который в различных губерниях страны создал бы свои филиалы. Нарком по делам национальностей Иосиф Сталин считал иначе. А чувашский народ готов к политическому самоопределению? Где ваши заводы, массовый пролетариат, революционные партии? Сколько тебе дать денег на съезд? У нас есть варианты самостоятельно найти средства. Конечно... Зимой ваш военный съезд начался с молебна. Что дальше? Вы точно красный, товарищ Краснов? Иосиф Виссарионович еще год назад был в ссылке и только привыкает к роли вершителя судеб народов. Он опытный подпольщик и один из первых народных комиссаров. Так было принято называть министров в советском правительстве. Сталин сейчас определяет национальную политику на ближайшие 100 лет. Чуваши – это чисто пролетарский народ. Об этом в наших резолюциях написано. Бандитами из Чувашского национального общества. Я их не знаю. Сколько в вашем казанском комиссариате рабочих и людей с пролетарскими взглядами? Вы сами большевик. Александр Краснов – левый эсер. Через 3 месяца большевики выгонят эсеров из советской власти. Но пока обе силы равны и вынуждены дискутировать. Дайте нам автономию. Тогда мы признаем центральную советскую власть. А местных советов не можем признать. Мы организуемся как хотим, как знаем. Мы поступим со своими национальными, рабочими и крестьянами, как нам угодно. Так вы хотите? Само собой понятно, что советская власть не сможет санкционировать такой автономии. Когда будет Татаро-Башкирская социалистическая республика, вы получите отдел при Наркомнации в Москве. Проект республики следует поддержать и готовьтесь к работе в Москве, в Чувашском отделе. А съезд в Казани будете проводить? Ну а где еще? Не в Чебоксары же. Личные переговоры Краснова и Сталина весной 1918 года напоминали перетягивание каната, где должен находиться экстерриториальный культурный центр чувашского народа – в Казани или Москве. За право стать культурным центром сражался и Симбирск, но местные активисты, в основном интеллигенты, не смогли найти общего языка с новой советской властью. Большевики – это потомки Иуды. Они предают и учителей, и родственников, и друзей, чтобы самим жить красиво и богато.
Иуда повесился, а его питомцы не перестают бить себя в грудь. Мы настоящие революционеры. Если бы не мы, то революция давно бы заглохла. Мы мечтаем, говорят они, уже сейчас построить социализм на земле. Для этого надо уничтожить богачей и интеллигенцию, которая идет против. Как же терпит их земля-матушка. Когда же, наконец, наши чуваши узреют их настоящие лица? Новая советская власть каннибальски лукава. И все ее морализирование есть обман. Ленин и Сталин – это гоббсовский левиафан, который пожирает своих детей, сторонников советов, не давая им развивать свою самобытную жизнь. Но нам с большевиками надо как-то жить. Иван Васильев, выпускник Императорского межевого института в Москве, лидер Чувашского национального общества, не признавал ни советы, ни церковь. А ведь у нас с Красновым и Советами общие задачи. А может, что с ними посотрудничать? Коммунисты и их приспешники скоро будут сметены с лица истории. Скоро придет правильное народное правительство депутатов Учредительного собрания. Гавриил Алюнов, участник Первой русской революции, депутат Учредительного собрания СССР, власть большевиков не признавал. А ваша Агафья очень красивая женщина. Почему мы до сих пор не гуляли на вашей свадьбе? У меня серьезные давние соперники. Алюнова и Гаврилову за остроту слов, яркость мыслей в революционных статьях называли «золотым солнцем» и «серебряным месяцем чувашской нации». Молва их давно поженила. Но Гаврилова была верна Тимофею Хури, герою Первой революции, который после царской каторги вернулся инвалидом с помутненным рассудком. Скоро советы предлагают провести съезд чувашей. Краснов опять денег просит на свои дела? Обманутые крестьяне должны голосовать за советы и будущей России без чувашей? Ноги моей там не будет. Можно попробовать склонить делегатов на нашу сторону. Но может и верно, нам нечего там делать. Весной 1918 года Среднее Поволжье было на грани массового восстания. Остались считанные дни до пожара гражданской войны. Власть большевиков многие считали временной. Многие ожидают ее логического завершения. Нужен только убедительный повод для первой крови. В Челябинске чешский солдат Франтишек Духачек получил травму. В голову прилетела чугунная ножка от печки из проходящего состава. Виноватым признали венгры Иоганна Малика. Чехи закололи его штыками. Советская власть участников самосуда арестовала. У чехов в Челябинске было 63 железнодорожных состава, по 40 вагонов в каждом. Больше 50 тысяч человек. Все вооружены. В глубине России чехи оказались как следствие Первой мировой войны. Чехи бросились выручать пленных товарищей. Так была занята артиллерийская батарея, захвачен военный склад, а также Челябинск, Петропавловск, Курган, Омск. В начале июня чехи вошли в Томск. 8 июня заняли Самару. Из искры возгорелось пламя. Чешский огонь был подхвачен русскими силами. В Самаре появилось первое антисоветское правительство – Комитет Учредительного собрания или Камуч. Его основу составили правые эсеры, противники Советов. Они стали собирать собственную освободительную народную армию. Народная армия самарского Камуча, собранная из добровольцев, первоначально шла на большевиков и Красную армию под красными же знаменами. Камуч получил большую поддержку со стороны интеллигенции и крестьянства, особенно нерусского населения Поволжья. Дядя, хабар, я вертится дракпар. Хабар Ангара. Ну что, Александр Дмитриевич, можешь сворачивать свою лавочку. Казанский губернский совет рабочих и солдатских депутатов отказали тебе в проведении твоего съезда. Из-за того, что я позвал учителей-интеллигентов, но ведь они тоже выходцы из трудящегося народа. Мы не уйдем. Исполком решил не обострять ситуацию.
и выдает вам мандат, что не возражает проведению съезда под вашу личную ответственность. Капла, Каяди. Аван, Педяван Бульже, Хексагураде. Карл Грасис, большевик, выслан из Латвии за революционную деятельность. Один из ведущих организаторов советского переворота в Казани. В 1918 году председатель Казанского губернского комитета партии большевиков. Противник сталинского проекта Татаро-Башкирской республики. Мне недавно перевели это слово. Чуганзи. В нем нарушены классовые принципы. Здесь ошибочно написано «Бедняки всех стран, соединяйтесь». Здесь речь идет не о рабочих. В нашем языке нет слова «пролетарий». Александр Дмитриевич, доиграешься ты. Погоришь. Ох, и погоришь. Но это же прямая идеологическая пропаганда. Здесь же речь идет не о пролетариях. Подлую интеллигенцию тащишь. Ты так скоро и до членства в Чувашское национальное общество доберешься. А ты не с ними случайно? Или, может, к чехам решил перебежать? Нет. Я не с ними. Скоро их всех сожмут. А Сталину что он обещал? За кого ты? Александр Краснов и Карл Грасис – активные участники становления советской власти. Вместе они выступали против проекта штата Идель-Урал и просталинской Татаро-Башкирской республики, борясь за областную автономию, где народы Поволжья и Приуралья будут на равноправных условиях. Грасис ревностно относился к получению политических и финансовых дивидендов Красновым от центрального правительства и Сталина. 9 июня 1918 года Общий Чувашский рабоче-крестьянский съезд начал свою работу. В Казани, в здании бывшего дворянского собрания, собралось около 100 делегатов. Они приехали на съезд из различных губерний страны. Лет 13 назад в чувашских деревнях не было ничего фабричного. Ни самовара, ни ситец. Покупное только топор и серп. Все, что нужно, изготавливали сами крестьяне. Одежду, продукты питания, домашнюю утварь. Тогда, в принципе, не нужны были деньги. В наши дни так уже жить невозможно. Народ нуждается в фабричном товаре. Сейчас уже машины из-за границы появились, а все это требует денег. А если у нас деньги в достаточном количестве? Нет. Отсутствие денег давит на чувашский народ, подсекает корень всей культуры, всех стремлений к национальной структуре. Приходится одиночкам пробивать свой путь к науке, падать, умирать. Бедность чуваш губит их душу, заставляет говорить другое, не то, что он думает. Основной вопрос, который стоял перед собравшимися, это самоопределение чувашского народа и его возможные формы. И Красный комиссар Краснов, и Чувашское национальное общество с Васильевым и непримиримым Алюновым сходились в одном. Чуваши должны получить полноценную культурную автономию по всей территории страны. Она подразумевала свои национальные школы, образование, создание представительных органов самоуправления. Небольшая разница чувашских правых и левых эсер заключалась в том, на какие средства будут существовать органы местного самоуправления. Краснов надеялся на советскую власть. Васильев рассчитывал на силы местного населения, на самофинансирование. Примечательно, что у Краснова в 18 году никогда не было денежных средств. Он постоянно вынужден был просить деньги. А Чувашское национальное общество располагало деньгами. Создание автономной республики со своей столицей, границами, делегаты на съезде здесь не обсуждали. Сегодня существует много ныне мелких народностей с богатым историческим прошлым. Например, чехи. Чехсем матур, паян самар гулынде, гранак, хузан гулынде ергедович. Сейчас жива Краснов сентен тазатчыр. Малалла еберешлебер. Почему они сохранились в условиях угнетения сильными нациями, австрийцами, венграми? Только потому, что они сохранили свой язык.
Гермоген Титов, участник революционного движения с 1906 года, один из идеологов создания Волжско-Уральского штата, депутат учредительного собрания, при этом работник комиссариата по чувашским делам под начальством Краснова, СР, к большевикам относился как к временным попутчикам. Необходимо развивать и поставить на должную высоту свой язык путем преподавания в школах на родном языке и в национальном духе. Необходимо развивать национальную культуру. Школьное образовательное дело должно быть в народных руках. Наша комиссия разработала инструкцию управления делом народного образования. Прошу съезд принять. Авалгиялана парагарда, шәлерен бурын маты дынар, Пурчаваш перлесе тарашарда, Ютсерджень харама парагар. Александр Дмитриевич, поздравляю. Вы смогли, все организовали. Слышал, Сталин отказался финансировать съезд? Да. Деньги из Москвы так и не пришли. Спасибо тебе за помощь. Рискуем. Иногда для чувашского дела стоит порисковать. Общего? Общего чувашского дела. И этот съезд не то, что Сталин не одобрил. Ему даже казанские большевики из-за его интеллигентского состава отказали. Даниил Эльмень подвергался гонениям при царизме, член партии левых СССР, сторонник сотрудничества с советской властью. Богатство в наших руках. Каждый здоровый и развитой чуваш стоит 100 тысяч рублей, если сводить деньги на труд. Стремитесь к обогащению себя знаниями и здоровьем. Почему не хлопают? Чаваш сень, кела ерги. Ставьте каждого, считайте каждого капиталом, цените каждого работника. Чавашсем гушинде, ослажинзем нумай. Если бы у нас были экономические общества, то наши деньги бы не уходили в карманы частных капиталистов. Ранее пытались создать союз чувашских волостных земств, но теперь их запретили советы. Товарищи, давайте признаем, что ныне есть единственный орган власти – советская власть. Прежние земства ничего ведь не смогли, в частности, не разрешили продовольственный вопрос. Они мотивируют необходимость создания Татаро-Башкирской республики тем, что она будет светочем коммунизма для всех мусульман мира. А как же интересы чувашского народа? А? Впоследствии в своей работе «Откуда пошла чувашская автономия» Эльмень писал: «Совнарком был готов провозгласить республику в интересах мусульман. Этому проекту не дала реализоваться твердая позиция чувашских представителей и малая заинтересованность башкирских, которые всегда были на позиции образования отдельного Башкортостана». Хакла Йолдашсем, Чавашсем, Гитлер Хадаргашинмана. Республика под названием Татаро-Башкирская для трудящихся не нужна. Она будет яблоком раздора для населяющих ее народностей. Волбире подереть. Кирлимар Волбире. Щав республика построена на национальной подкладке в интересах мусульман. Общечувашский съезд должен отнестись к этому вопросу серьезно, вдумчиво, указать будущему учредительному съезду в Уфе, какую республику принимают чуваши, а какую нет. Нужно добиваться, чтобы чуваши не были разорваны. Хамаран чальхене, хамаран халыха бирин тарожоллангына упраза хвармалла. Унзырын мәлле бурнашы назир. Авдабуч.
Общечувашский рабоче-крестьянский съезд, обстоятельно обсудив вопрос о попытке татар и башкир создания в районе Поволжья и Прикамья республики под названием Татарско-Башкирский, постановил следующее. Обессиленный, подвергнувшийся вековому угнетению чувашский народ приветствует стремление различных национальных организаций к самоопределению. Метрий Юман, активный деятель за национальное равноправие, депутат учредительного собрания, центрист и автор концепции о полупролетарском характере чувашского народа, идеолог Чувашской национально-социалистической партии «Черная земля». Но, по мнению чуваш, все народы великого российского государства должны стремиться, объединенными усилиями должны воссоздать вновь единую, великую, российскую федеративную республику. Юман знал, что декларацию одобрят, но среди делегатов случился неожиданный раскол, и не по чувашскому вопросу, а совсем по иному поводу. Тусен, резолюциян премеш пунктинже Единая Великая Российская Федеративная Республика Шумне Советская самохушмазанедем. Дополнение советский в резолюцию не нужно, чтобы не вносить раскол в наш съезд. Здесь идет разговор о Татаро-Башкирской республике и отношении к ней делегации Чувашского съезда. Анланадырезер, резолюция не определяет отношение съезда к советской власти. Реплика из зала ставила принципиальный вопрос. Резолюция Юмана признает установление советской власти или нет? Основная часть чувашского движения после захвата власти большевиками избегала давать этот ответ. Теперь пришлось. После долгих прений было принято решение проголосовать, вставлять слово «советское» или нет. Слово «советское» в названии страны быть не должно. Такое мнение большинства делегатов съезда. Следует отметить, что делегаты выражают мнение всего чувашского народа. Казалось, инцидент исчерпан. Работу съезда продолжили дальше. Хисепли юлдашсен. Тахтавыгыденже суллагайзен канашлы пулзайыртре. Эбир пулзайыртнеш пужат тебір худ тешкерзе тухмағидатпыр. Худ шерзағидатпыр. Мінжін тватпыр ғайбер жақна. Аплабулзан съезда малалла ховар ерце бұрыр. Сирен алыра пулас чуваш халыге. На вашей совести будет судьба чувашского народа. Я снимаю с себя полномочия председателя. Надо поддержать Спиридонова. Выношу решение о передоверии как представителя уполномоченного заниматься регламентом работы съезда. Юлдашсем, Совет влажень Конституции берги азаилдерем газире. Товарищи, давайте напомню вам Конституцию советской власти. В ней говорится, что избирательное право принадлежит только трудящимся, а из интеллигенции только тем, кто стоит на платформе советской власти. Суть выступления Эльменя проста. Если ты не рабочий и крестьянин, а интеллигент и не признаешь советы, твой голос недействительный. Противника советов можно лишить моментально депутатского мандата, вывести из зала, отправить в ЧК. Да, это так. Но надо добавить, что в местности со смешанным населением должны быть реорганизованы на строго пропорционально национальных началах. Кунде каймасть. Ку резолюции совноркома гаять. Сталин Ленин батне. А там это сочтут контрабандным, недоверием существующей советской власти. Подавляющим большинством при 5 воздержавшихся была принята резолюция. Общечувашский рабочий крестьянский съезд постановил
Все те, кто не стоит на платформе советской власти и не признает таковой, есть контрреволюционеры и враги трудового народа и пролетариата. Да здравствует Всероссийская Социалистическая Федеративная Республика! Да здравствует трудовое крестьянство и рабочий пролетариат! В Москву ушли две резолюции. Первая – за советскую власть. Вторая – против Татаро-Башкирской республики, где в названии Российской Федерации намеренно пропущено слово «советское». Примечательно, что и в первом документе слово «советское» отсутствует. Россия там названа «социалистической», а это не одно и то же. Краснов и Васильев, лидеры двух отдаляющихся чувашских центров, все еще пытались сохранить рабочий контакт ради национальных интересов. Хотя Комитет Учредительного собрания и Московские советы уже были в состоянии гражданской войны. Иван Васильевич, само время требует от нас признать советскую власть. Надо договариваться. Мы же знаем, что большевики у власти ненадолго. Ради финансового благополучия вашего комиссариата вы готовы предать общее чувашское дело. Эта советская резолюция не моя. Это Эльмень. Ты не представляешь, через что надо пройти. Всего немного. Предать ваших товарищей. Ох ты, контра бестолковая. Так за такие слова тебе в ЧК надо. Мен кытланады резир. Бирин юратты жинны мырзел. Мен шыттал башады. Бирин бек бағалға қампадыр атсақ барады. Съезд авана хиртре, теменде был зертре, хирешни де, варженны де. Но это не мешает нашей общей работе. Главное, нужно помнить лозунг «В единении сила». Чуваш интеллигенции шлеть, анжа хыршукне иреклексюк. В этом году устроили 3 съезда, предстоит 4-й. Все прибывшие сюда делегаты переживают за общее народное горе. Это видно из всей работы участников съезда. Помните, что среди чуваш мало работников культурных. Их нужно ценить. Даже если и есть иные убеждения, их нужно брать на работу, не чуждаться. И бир чуваш комиссариатне, Шагынбек чуваш пухыбызыне час-часах пуштармағыдашын. Авалги ялана парахарта, шенерен пуран матыдынар. Пурчываш бірлешсе таражарда, юн сенчен харама карахар. Юн пиреген думай кермен держе, юн пире яланақ башкалар, юн пире жаратса ял бекерже, шаманда дырынем болгулар, юн пире жаратса ял бекерже, шаманда дырынем болгулар. Сикседар жамаш дедем халық бала, дұшманы өлем аймаш қалада. Сасуен жене ямратарды, малала, малала, малала. Работать надо, а не митинговать.
При поддержке мятежного чехословацкого корпуса 7 августа 1918 года сторонниками Камуча с боем была занята Казань. Орудие на изготовку. Готовьсь! Пролетарии всех стран, объединяйтесь! Плим! Яков Шейнкман руководил обороной Казани, был расстрелян у стен Казанского Кремля 8 августа 1918 года. Начались массовые расстрелы. Сразу были убиты участники обороны, 200 латышских стрелков и еще порядка 300 человек, сотрудничавших с большевиками. Итого 1500 трупов за один день. Bir, большевик не будем ленить. Ай, дурдур! Ман килегай маюради! Шангарда, шангар! Шевью хате! Шангарда, шангар! Шевью хать! Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на земле на небеси. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. Триумф противников советской власти был недолг. Через месяц, в сентябре, Красная армия под личным руководством Троцкого взяла Казань. Чувашское национальное общество, как контрреволюционная организация, ликвидируется. Члены правления этого общества по обнаружении их должны быть задержаны и представлены в распоряжение отдела связи и иногороднего чувашского отдела при Наркоме национальностей. Всех выступающих от имени общества задерживать и сообщать в подотдел связи и иногороднее чувашского отдела при Наркомнации. Заведующий отделом Д. Эльмень. Теперь за расстрелы взялась чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией во главе с Мартином Лацисом. Расстрельная команда прибыла из Москвы. Казань пуста. Ни одного попа, ни одного монаха, ни буржуя. Некого расстреливать. Товарищ Лац, вы латышский стрелок? Нет, я, как и вы, русский революционер-интернационалист. Николай Рубачев за активное участие в белогвардейской авантюре и распространение посредством печатного слова среди чувашского населения злобных пасквилей на советскую власть и большевиков подвергнуть высшей мере наказания.
Лацис. Вы признаете советскую власть и диктатуру пролетариата? Нет, я признаю только народовластие. Агафья Гаврилова. За выпуск контрреволюционной газеты и незаконное хранение револьвера системы «Наган» расстрелять. У женщины есть право выйти на трибуну, так, как у нее есть право взойти на эшафот. Агафья Гаврилова. Газета «Хыпар». Тимофей Хури. За участие в чехословацкой авантюре подвергнуть высшей мере наказания. Лацис. В 1918 году деятели чувашского движения, независимо от отношения к советской власти, имели единую позицию по всем основным национальным вопросам. Позиции и действия чувашских лидеров повлияли на дальнейшие принципы автономии народов Поволжья, развитие национальной школы, решение экономических проблем. Им удалось защитить интересы равноправия и свободного развития не только своего народа, но и всех народов многонациональной России. Разделил Чувашии в 1918 году только вопрос о советской власти. Карл Грасис в гражданскую войну будет председателем ЧК Каспийско-Кавказского фронта, редактором газеты «В Симбирске». В 20-е годы станет московским журналистом. Как врага народа Грасиса расстреляют в 1938 году. Гавриил Алюнов вместе с отступающими белочехами ушел в Сибирь. Участник Уфимской директории. В 1920 году арестован большевиками. Умер в тюрьме. По одной из версий, убит чекистами. Гермоген Титов также ушел в Сибирь. Преследовался белогвардейцами. Умер от испанского гриппа в феврале 1919 года за границей. Метрий Юман. Дмитрий Петров при чехословаках был назначен на должность главы Симбирска. В 1921 году вернулся на советскую работу в Чувашию. Занимался писательской и экономической деятельностью. Подвергался гонениям. Умер в 1939 году. Даниил Эльмень осенью 1918 года вступил в партию большевиков, где работал над созданием чувашской автономии. Подвергался гонениям за уклоны в национальном вопросе. Обвинялся в протаскивании эсеровских принципов под прикрытием большевистской риторики. Умер в 1932 году. Александр Краснов осенью 1918 года вступил в партию большевиков, раскаялся за все прежние эсеровские воздушные идеи, получил образование врача и долгое время им работал. С 1938 года в заключении, умер в лагере в 1952 году. Иван Васильев в июле 1918 года вместе с армией Комитета Учредительного собрания ушел в Сибирь. Чуть не был расстрелян уже белогвардейцами. В 20-е годы в Сибири перешел на советскую работу. В Казахстане в 1938 году осужден на 10 лет. Дальнейшая судьба неизвестна. Ингек, утпачу пать, телей шуррану дать.
Ушхаямак чирезине, Епараманадан таврана, Хамалай сирали менели дутла, Сири шаплаю рада. Хамалай сирали менели дутла, Сири шаплаю рада. Ушхабиче чирезине, Епкам баран тавранап, Карашкам би